Так, сейчас я зачитаю Эда Мамедова, и хотелось бы про теракты, про взрывы домов в 99 году обязательно, обязательно. Кстати говоря, еще раз я вам показываю книгу, ее вы можете на eBay или где она там продается, вот можете ее. И, конечно же, вы можете ее получить от меня, я ее могу вам выслать. Ну, нам надо будет разработать по этому поводу конкурс. Так, давайте почитаем Эда Мамедова. Асан, я слышал, когда в Украине над Черным морем сбили самолет, это было учение Украины и РФ, и есть и версия, что сбила РФ, и все выплаты взял на себя РФ. Так говорил Гордон. Да, было такое, да, совершенно верно. Украина, по-моему, на себя взяла, но выплачивали русские, по-моему. Так, лунный свет. Русские разжигают войны, а потом врут, что они типа миротворцы. У нас просто гражданская война. Да, они к этому все это подводят. Георгий Смит. Аслан, почему русские молчали в 92-м, когда... Почему русские молчали в 94-м? Почему русские молчали в 2014 году? Георгий, я еще раз говорю, я много раз говорил, я иногда даже переходил до границы дозволенного, когда обвинял в этом русских. И я вам объяснил, почему. Потому что сейчас хотят свести к чеченизации, потому что очень много, как вы верно говорите, русские молчали, убивали нас, устраивали резню, геноцид, бомбардировки. И молчали, русский народ молчал. Именно поэтому я обвинял русских. И днем, и ночью, я хорошо помню, у меня в голове это запомнилось навсегда, когда чеченский след, чеченский террорист, чеченский убийца, чеченский это, чеченский то. Именно поэтому я говорю каждый раз русский террорист, русский фашист, и подчеркиваю национальность. Хотя это мне не свойственно, и иногда мне это противно, претит мне это говорить. Но, как говорится, я чеченец. Я буду до тех пор, пока русские не извинятся и не восстановят нанесенный нам вред, я буду делать так, как я делаю. Я так считаю. Если кто не согласен, и я считаю, что я имею на это право, и как и вы тоже. Поэтому вот такая вот ситуация. Давайте сейчас я вам тогда покажу фильм Дэвида Саттера. Это этот фильм на канале Утирвор, по-моему, как-то сложное это название. Здесь вы увидите Дэвида Саттера. Дэвид Саттер рассказывает, сейчас как раз у нас уже 1,5 часа прошло, но 10 минут, я думаю, вам будет очень интересно посмотреть, чуть больше 10 минут, почти 11. «Взрыв дома в Рязани» называется этот ролик в интернете. Я ваши комментарии буду читать, вы можете писать, я вам буду тут же прямо отвечать. И всего самого хорошего. Нет, мы еще не прощаемся. Да, не прощаемся. Давайте посмотрим. Потому что это очень важно. Мы каждую тему, это наша очень важная тема, которую мы всегда будем в наших стримах рассказывать. Мы должны достучаться до русских сердец, чтобы они поняли, что взрывы домов, после которых был устроен геноцид чеченского народа, погибло за 2 русско-чеченские войны 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия, среди которых 42 тысячи детей, 26 тысяч незаконно осужденных. И эти события, эти 2 войны нашли отображение в нашем заявлении, поданном Сайдамином Ибрагимовым, нашим правительством Чеченской Республики Ичкерия за рубежом, нашей международной ассоциации «Мир и права человека». Было подано в Международный уголовный суд в Гааге 23 февраля 2018 года. Это историческая дата. Сайд-Амин Ибрагимов, Ахмед Закаев и другие, те, кто были высланы 23 февраля и пережили тяжкое, тяжелое время в этом Казахстане, в Сибири, через 70 лет, в 18 году подали, в 44-м выслали. Сколько там получается? 75 лет. Эти люди, как когда-то Джохар Дудаев, подали на тех же НКВДшников, КГБшников, их потомков, их детишек, да, это все, в принципе, их детишки, эти НКВДшники, эти чекисты, подали заявление,
И мы будем теперь в первый раз в истории в юридическом порядке требовать от этих ГГБшников, ФСБшников и других мерзавцев требовать ответа. И мы, иншаллах, добьемся. Да, мула. На все воля Всевышнего. Приятного просмотра. Минутку внимания. Вот что она сказала. Но я еще не слышал новостей. Мощный взрыв разрушил всю центральную часть 9-этажного жилого дома, уничтожив 64 квартиры. Остались только пустые окна. Это случилось в полночь, когда жители дома мирно спали. Тех, кто еще жив, удалось спасти. Остались только мертвые, почти 150 человек. Сегодня бандитизм – это, я бы сказал, главная политика Чечни. Никуда не уйду. Подстав не уйду. Какой компонентщины в деле борьбы с коррупцией не приемлю. Скуратов заявил, что на каждого члена правительства можно заводить уголовное дело. И я думаю, он говорил правду. И не только говорил, но и на самом деле завел дела против наиболее коррумпированных членов семьи и даже, возможно, против самого Ельцина. Однако Скуратова засняли в сауне с двумя девушками в процессе полового акта. И показали эту пленку на российском телевидении в телевизионный час пик. После этого с помощью разнообразных сложных маневров Скуратова убрали. А разработал и осуществил эту операцию малоизвестный в ту пору директор ФСБ по имени Владимир Путин. Никто о нем даже и не слышал в то время. Мое мнение по этому вопросу известно. Оно соответствует мнению президента и премьер-министра страны. Юрий Ильич должен уйти в отставку. Популярность Ельцина тогда упала до 2%. Поэтому были серьезные сомнения в том, поддерживает ли Ельцина в России хоть кто-нибудь. Аналогичный опрос общественного мнения показал, что только что назначенный премьер-министром после блестящей операции против Скуратова Владимир Путин пользуется поддержкой всего 2% населения. Начали ходить слухи, весьма зловещие, о том, что можно ожидать терактов, и что в них кого-нибудь обвинят, и что ими воспользуются либо для объявления чрезвычайного положения, либо для чего-нибудь еще. Дома взорвались глубокой ночью, чтобы убить как можно больше людей и запугать всю страну. Руководство заявило, что имеется чеченский след. Не доказательство причастности чеченцев, не наличие чеченской бомбы, а именно след. После взрывов, которые, казалось, были направлены против самого народа России, страна сплотилась. Новая война в Чечне получила всенародную поддержку, и поначалу эта война действительно принесла кое-какие успехи. Операция в Чечне идет по нарастающей. Действия авиации и артиллерии набирают максимальный оборот. Военные говорят, что сейчас их никто не остановит. И рейтинг популярности когда-то безвестного главы ФСБ Путина возрос до небывалых высот. Владимирович Путин. Он мой дедушка любит! Дяденька! Дядя! Дядя!
Крайне маловероятно, что без войны тогдашние правители России смогли бы удержать власть. Без войны их ожидала народная месть. В результате войны им удалось не только сохранить власть, но и передать ее себе подобным. И не было бы никогда никаких вопросов по поводу такого развития событий, какими бы странными они ни казались, не допусти кто-то одной единственной ошибки. Вечером в среду жильцы 77-квартирного жилого дома в одном из спальных микрорайонов Рязани сообщили на ближайший пост милиции, что возле подъезда стоит подозрительная машина. Прибывший наряд обнаружил в подвале 3 мешка. Предварительный анализ дал положительную реакцию на гексоген. В подвал одного из домов в Рязани было заложено взрывное устройство. Террористов, увы, заметили. И один сообразительный жилец рязанской многоэтажки вызвал милицию. Я не встречала этих милиционеров, когда выходила на улицу. Первоначальных реакций была как обычно, поскольку звонков в городе было много от всяких бабушек и бдительных других граждан по поводу любого мешка. И когда они спустились в подвал, и когда они вышли, то есть выражение на лицах было абсолютно другое. Когда они увидели взрывное устройство с детонатором и часовым механизмом, которое было подсоединено к несущим опорам здания, то выбежали оттуда, эвакуировали жильцов этого и соседних домов, а потом и весь район. Когда нас вывели где-то без 10-10, начали милиционеры отбегать, звонить, стучать, что дом заминирован, всем выходить. Люди после того, что было в Москве и все другие все эти случаи, естественно, выскакивали в тапочках и в халатах. В течение всего сегодняшнего дня рязанские правоохранительные органы работали в усиленном режиме. Искали террористов, которые вчера вечером заложили мощное взрывное устройство в подвал дома 14/16 по улице Новоселов. На выездах из города милицейские кордоны были усилены сотрудниками других силовых ведомств, в частности таможенного управления и десантниками. Однако пока проверки на дорогах результатов не принесли. По всей видимости, террористы скрылись из города сразу. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. Вскоре, когда весь город уже находился на осадном положении, вокзалы заблокированы, аэропорт закрыт, кто-то кому-то позвонил из телефона-автомата. А не в меру бдительная телефонистка решила этот разговор подслушать. Дама с вами? Нет. Дама едет троллейбусом. 12 часов. Машина где? Машина на стоянке. Выезжайте по одному из Рязани. Везде перехваты. Ну и тут уже прям, наверное, простому человеку ясно, что это, если у всех в голове только один террорист. Местная милиция, которая была не в курсе дела, определила номер телефона, думая, что получит номер чеченских террористов, организаторов взрыва. К их удивлению оказалось, что номер на самом деле принадлежит ФСБ. Вскоре все 3 виновника в этом были арестованы и предъявили документы сотрудников ФСБ. ФСБ немедленно вмешалась и затребовала их освобождения. К тому времени стало ясно, что отмолчаться ФСБ уже не удастся, что им придется дать этому какое-то объяснение. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен, и думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было. Как вы могли бы прокомментировать данное высказывание? На сегодняшний день следственные действия практически все завершены. И на все эти вопросы... Как называется статья, по которой вы проводите расследование? Статья, она изначально была одна. Какая? Терроризм. Приготовление к совершению терроризма. Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело. Она что, возбудила уголовное дело против самой себя? Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения. Как получилось так, что даже руководство МВД спустя лишь 2 суток в такой курьезной ситуации узнало о том, что это учение? Почему получилась такая задержка во времени? 2-суточная, я так понял. Так вы поймите, что
Знаете, я думаю, несостыковки какие-то могли быть, но в ходе учений... Извините меня, но мы спрашивали вас, предоставьте нам этих людей, которые заложили эти мешки, предоставьте эту машину. Где они? Я хочу вам ответить, что повторить то, что я уже говорил. В результате, вернее, по необходимости его использования в учениях, мы задействуем все силы. Ну вот на мой взгляд, что нас в очередной раз делают из нас дураков. Дело об учениях ФСБ ведет само ФСБ. Ну, поведет оно эти дела и в конце концов закончит. Вообще-то страшно, конечно, об этом говорить, но мне кажется, что на самом деле все было правдой. Никаких учений не было. Я обращаюсь к другим жильцам дома номер 14 по улице Новоселов, присутствующим здесь. Скажите, вот в ту ночь, как вы считаете, учения прошли успешно, или вам все-таки та ситуация не показалась учебной? Нет, нам не показалось это учение. Тогда вам не показалось, что это учение? Нет, тогда нет. Нет, это были не учения. На этом наша сегодняшняя передача заканчивается. Всего самого хорошего. Следующий стрим будет в понедельник. Да, мула. Давайте сейчас обдумаем то предложение, которое я вам сегодня сделал, и мы должны будем сейчас распространить обращение к депутатам. Вот на этих выходных давайте я полностью себя буду выкладывать, вы задавайте вопросы, давайте согласовывать, определяйте депутатов, которым можно отправлять в вашей стране. Эти депутаты в первую очередь должны быть, конечно же, объективные, независимые, никакие не нацисты, не связанные с Путиным и так далее, и так далее. Такие тоже есть, даже есть противники, такие открытые противники есть вот этого фашистского путинского режима. Вы выявляете вот этих депутатов и на имя этих депутатов отправляем письма. Не только вы сами, но все ваши родственники, знакомые, знакомые, в мечети, в школе, там, в группах WhatsApp, везде это распространяем, подписываем и отправляем. Мы не должны оставить убийство чеченца только за то, что он высказал свое мнение, за то, что он пытался остановить преступление фашистского путинского режима. Вместе мы сила. И это касается не только, вот это обращение, не только чеченцев. Ко всем я обращаюсь. И к украинцам, и к немцам, и ваши друзья в школе, друзья, немцы, французы, англичане, все, кто есть, везде будем распространять эту информацию. Эту неделю я буду заниматься только этим вопросом. Даже можете меня на другое ничего не отвлекать. Поэтому, пожалуйста, все вместе распространяем. И мы должны бум сделать просто, чтобы все депутаты об этом только и говорили. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия.